что такое малая Родина, что такое большая Родина. Для меня на всю жизнь есть только одна малая Родина, так называемая, но она у меня и великая. Дело в том, что она не маленькая, не большая. Родина бывает только великой, даже вот если с мизинец пальца. Даже Ючкасы, которая уже почти не существует на земле, и мой дом разрушен, и там лежит, это все равно великие руины. Это как вот в Волжской Булгарии великие руины остались, точно так же и в Ючкасове остались великие руины. А руины тоже надо уметь рассматривать, читать надписи, руны, письма. Все это надо уметь. И потому, что называется, этот фестиваль, он происходит в России. Это само собой понятно. Россию я люблю, и я осознаю, что я живу в России, что чуваши в России, они не на Луне и не на Марсе, хотя говорят, что через некоторое время мы можем на таких двигателях летать, что через 2 недели будем уже на Марсе. Это вообще развивается. Но театр – это не только технология. Театр – это душа. И вот эту душу, которую как раз надо раскрывать сегодня, поддержать. Сегодня в трудное время, как говорят, бедное время, трудное время, несчастное время, слякотное время, туманное время. Но сегодня надо душу нашу поддержать. И свою, и души других людей. И потому фестиваль – это самый удобный, самый прекрасный, самый безболезненный инструмент, которым мы оперируем наши уже обозленные, наши уже агрессивные души, пытаемся вылечить. Мир многомерен, многоцветен, многозвучен. Вот любой это скажет. И многокрасочен. И чем больше красок, тем больше звуков, тем больше движений, тем больше смыслов мы находим в этом нашем повседневном миру, повседневной жизни, тем лучше. Тем лучше, тем краше. Я вообще представляю своих родителей, которые, казалось бы, ничего не достигли в своей жизни, кроме того, что они нормально, просто по-человечески ушли в тот мир. Они ушли с достоинством в тот мир. Их проводили с достоинством. И нынче, когда каждый из нас куда-то стремится, что-то делает, чего-то добивается, какого-то невероятных будто бы успехов, я имею в виду вот насчет 2 недель до Марса. Можно долететь за неделю, можно долететь. Но что это даст? Что это даст человеку, если этот человек не видит рядом другого человека? Если он не чувствует краски мира, если он не слышит, не видит, чего еще? Не осязает, не обоняет. Мир, если он потерял нюх к миру, нюх к жизни, это ничто. Театр воспитывает любовь к жизни, любовь к красоте. И это самое ценное. Это кроме театра никто не делает. Убей меня, Бог лаптем. Возможно, композиторы и театр. Почему? Потому что и композиторы, и художники здесь вместе, скульпторы, архитекторы здесь вместе. Они вместе строят вот этот мир прекрасного. Мир, в котором спасаются наши души. И спектакль наш, вот в Ичкересе Юраду, как раз об этом, что надо спасать души, что мы, не видя других, мы наносим урон другим, мы других убиваем. В спектакле они физически умирают от этого непонимания мира, от этого эгоизма, от этого, я не знаю, безалаберного отношения к другим людям.
Мы же очень не ценим других людей. Вот очень. Вот я себя очень часто останавливаю. Не говори плохо. Но все равно же я говорю. Я с удовольствием. Это очень плохо, когда человек с удовольствием начинает говорить гадости о других. Вот у нас в спектакле это колдуют. Как бы сказать, ради любви они начинают ради своей любви. Они очень ценят свою любовь. Очень ценят. Ну просто вот их любовь, вот это все. А любовь других, а души других. И одна нормальная, адекватная это Калине, которая рассказывает. Она рассказывает, как бы повествует, что произошло. Несчастье – это не любить других, это несчастье. Любить и уважать – это счастье. А вот любить только себя, или там, я не знаю, как это назвать даже, названия этому нет. Мы все говорим, я люблю, значит, пусть все другие умрут, а я буду жив, и мой любимый жив. А как будешь ты жить, когда все другие умерли? Когда рядом с тобой нет людей? Ты же в мире один остаешься, ты не захочешь в этом мире жить. Тебе будет просто одиноко и скучно, и ты сам повесишься. Вот этого мы не понимаем. И потому у нас и какие-то войны идут, там различные войны, какие-то даже, ну, черт не знает, что происходит. Все от того, что мы не живем так, как видит Геннадий Чильбир. Геннадий Чильбир видит, как должен человек жить, с каким отношением. Он в Стерлитамаке живет, в Башкирии живет, с удовольствием разговаривает на башкирском, на чувашском, на русском. Он, как бы сказать, космополитен в этом смысле. Вот он правильно живет, и у него какой-то другой взгляд, у него глаза другие, улыбка другая, какая-то добрая. Вот. Так что это очень важно. То, что мы сегодня играем вечером, какой спектакль играем, это трагедия. Это трагедия, современная трагедия. И потому, а ответственность художника, вот, скажем, композитора, Гули, Кабилова, художника, режиссера, ну и по пластике. То есть это все ответственность. Поставить на современном уровне современный спектакль, притом совершенно новый, новым смыслом, новыми требованиями к театру. Это очень ответственно. Я рад, что у нас получился такой спектакль. Просто рад. Вообще надо признаться, что фестиваль «Сказочная палитра», межрегиональный, да, он получается, национальный фестиваль, это большое дело, это вообще, надо сказать, весомый вклад в развитие и нашей чувашской национальной культуры, и вообще разных национальных культур, всех театров, которые принимают участие. Это второй год, вот на моей памяти этот фестиваль проходит подряд, и мне очень радостно, потому что в том году были одни регионы, в этом году еще более расширился диапазон. Я сама вот как любитель театра и как, наверное, какой-то принимающий участие в этом человек, как композитор, я сочиняю музыку к спектаклям, и мне в любом случае не безинтересно. Я привлекаю и своих студентов, и друзей. Вообще, надо сказать, это здорово, то, что в нашей республике проходят такие фестивали. Мы узнаем для себя что-то новое, и мы развиваемся. Тут причем спектакли разных жанров, не только детские. Даже если детские, то это и притчи, это и комедийные спектакли, и философского плана. Хотелось бы, чтобы этот фестиваль жил дальше и развивался и десятилетия. Не так, чтобы он так вот прервался вот так неожиданно в силу разных обстоятельств, финансовых, материальных и вообще вот духовных. К сожалению, культура у нас желает быть лучше. Вот хорошо сегодня сказала Мягкова Ирина Григорьевна о том, что действительно здесь не столько важно выступить, сколько важен еще и художественный уровень. Вот я только за, потому что культуру нужно вот всегда поддерживать и подогревать.
И еще такой момент, мне очень приятно то, что сегодня вечером состоится премьера одного из самых свежих таких спектаклей, самых лучших, я думаю. Спектакль называется «Любовный треугольник» по пьесе Геннадия Челбира в постановке Иосифа Дмитриева. Это для меня гуру, скажем так. Я счастлива, что мне Бог послал вот такого человека на моем творческом пути. У нас очень много работ с ним, я не буду сейчас рассказывать. И вот этот «Любовный треугольник» очень интересная история. Это, наверное, наше время. Я думаю, режиссер об этом лучше скажет. Моя задача была сочинять музыку. И музыку разного плана, и фоновую музыку, и действующую, и функциональную, как это у нас любят говорить. И причем здесь есть и мистические моменты, и есть и реальные моменты, и экспрессия. Спектакль очень интересный, и мне думается, что он будет жить дальше. Материал действительно очень интересный, особенный. Это национальная тема, она мне тоже близка, потому что мои корни отсюда, мои деды и прадеды отсюда. Я уже до этого искала и копала в этом направлении. И, конечно, мне было важно поучаствовать в этом проекте, особенно с Иосифом и с Лолитой, с такими сильными, матерыми творческими людьми. И я считаю, что работа получилась очень интересной. Она современна. И с точки зрения сценографии, с точки зрения музыкального сопровождения, она очень сильная. Здесь участвуют очень сильные эмоции. Это такая животрепещущая тема для чувашских корней, для языческого народа. Это такая проблемная, в общем, получилась история. И в то же время это вечная история, тема любви. Тема такой, трагичной любви, не слащавой какой-то истории, а именно такой вот очень не банальной, интересной, смысловой, в общем, истории. Вот. И все получилось. Действительно, тема сейчас очень актуальна, поднятие таких национальных корней, и все, что было наработано веками, людьми, народом, это сейчас поднимается. И очень интересно обыгрывается в дизайне, в живописи и в других искусствах, в том числе театральном. И, конечно, современные театральные деятели тоже это используют. Это, конечно, стилизация, это, конечно, не отход от современной жизни, естественно, это современные способы, но это орнамент, очень сильная, яркая такая основа языкового стиля, да, любого, и чувашского в том числе. Это обращение к костюмам, это обращение к национальным песням, это обращение к каким-то традициям, использование праздников, обрядов. Вот все, что использовано и задействовано в этом спектакле в данном случае. И вообще это используется повсеместно.
Deşumanı kanışlarla rengi. İş giderse, yuna duşa vuracağım. İrterliğe bakalım Zula. Tadamız geri bilmez. Şimdiye bozarsan, lava vaydur drama stres. Vayhal burada haşabah, man vahat vayhal radis maskan. Tadaşak şöyle kilikilitke, huratise pevetride yuna. Iratara çımsakıma kırmay pamaş dilme, tıtsatara çuna. Tuhatmış vay gizem, tuhaşı ozalra. Azap kurat valunşan hayde, suytanran. Leştince de kayzasında kalep, onda sana. Larca sayılaymış şatmahra. Узаллы хватине барсағы бар, намықра бекет санақы бар. Şaplan şuytan, ankavarlar. Sana bilmezken birim şirinman. Şu günden uzan, menşenye tukatmaz. Видим уйдине. Ав, калине билет. Епле, чибер билет. Киприк хавас проблем маун бекибе. Изим кунда, аны каданды тыршине, утсан біріле, сымақчықтарды еккене, ак варлама, sana зрет пошырашма. Çanaktan, kaliне. Кайварлама кача. Сергейшке пудыр кішсір шиттен галашма. О хюреш калине, аны бұрмана кача. Ем күшін. Пить ход харалтра. Хали ben бурашин харлатарашы. Час-час бұлат еп юшине есін кала. Хаяр жинзем мен бурысып калашы. Шабақ нұмскернешім аптырамалды. Маныран бұнда тавадыр бұл маллы. Шоқ авылан мастап. Калине, ан килеш. Кайранда савассашанза ан илеш. Ман, важырақ кіш күртчілай маллы. Да, тұқталама, каяр күрде. Аны келеші кленене. Умчілік егурнышлама. Хава ман видер сарғанат. Зенет войне камалнама. Ерішездесін тарығат. Иртлік регионы тененех. Махер чеши